الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Наш сегодняшний проект, или же наше послание в этой серии, это послание, которое возможно и не касается каждого из нас, но непременно повлияет на многих. Наше послание адресовано курящему. В тебе есть благо. Ты делаешь намаз, читаешь Коран, и, маша Аллах, ты даже раздаешь милостыню, держишь уразу, поминаешь Аллаха, поклоняешься Ему. Ты человек, который соблюдает религию Всевышнего Аллаха. Однако, к сожалению, у тебя есть грех, который ты открыто совершаешь перед Аллахом. Что это за грех? Сигареты и курение. Это без сомнения грех. Когда Всевышний Аллах запретил и объяснил людям, что является запретным, Он сказал: любая скверная вещь является харамом, запрещенным. Его запрещено есть, запрещено пить, запрещено использовать все скверное. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: нельзя причинять вред ни себе, ни другим. То есть человеку не дозволяется вредить себе или вредить другим. Вне всякого сомнения, табак вредит. Он вредит здоровью, дыхательной системе, кровяной системе, способствует закупорке сосудов и другим болезням. Некоторые насчитали около 100 болезней, которые вызывает курение. Кроме того, курение вредит не только телу и здоровью, оно вредит и финансам человека. Много денег тратится на курение, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил потерю денег. Каждый день мы читаем и слышим о смертях. И если бы ты поинтересовался причинами некоторых из этих смертей, будь это смерть от туберкулеза или от эмболии, от болезней дыхательных путей, рака легких или других болезней, болезней, которые убивают людей. Миллионы людей умирают каждый год от табака и сигарет. Они потеряли свои деньги, потеряли свое здоровье, причиняли неудобства тем, кто окружал их. Когда ты куришь, ты причиняешь вред тому, кто вокруг тебя. Каждой сигаретой, которую ты выкуриваешь, ты словно убиваешь себя, уменьшаешь свою жизнь. Говорят, что каждая сигарета, которую ты выкуриваешь, укорачивает твою жизнь на какой-то определенный срок. Представь, что будет, если человек выкуривает пачку сигарет в день. Некоторые люди держат уразу и не могут дождаться, когда будет произнесен азан на вечернюю молитву. Вместо того, чтобы разговляться финиками, сделать дуа Аллаху, он сразу же хватает сигарету. Это самое первое, что он делает. Он может быстро открыть чем-нибудь уразу и сразу же бежит, выходит из дома и начинает курить. Что это за болезнь, в которую ты кинул сам себя? Какая же это плохая привычка, которой ты приучил свою душу? Сигареты могут даже не давать ему зайти в мечеть из-за того скверного запаха, который он причиняет людям и приносит им дискомфорт и неприятности. Такой человек скажет: я буду делать намаз дома. Так он сам себе сделал невозможным делать как-то по-другому. Причиняет вред своим детям, своим домашним, самому себе, своему здоровью, всем окружающим. Его противный запах распространяется среди людей. Спрашивается: зачем? Приведи мне хоть одну пользу от этого курения. Тот, кто не курит, разве с ним что-то не так? Альхамдулилля, он здоров, живет в здравии и благополучии. Ты – это тот, кто погрузил себя в эту болезнь, от которой теперь не может избавиться. Сегодняшний день мы хотим провести без курения. Сегодня мы хотим, чтобы каждый, кто видит это видео, решил для себя, сколько сейчас времени, и не курить до такого же часа следующего дня, в течение суток. И напиши сообщение через Facebook или Twitter и скажи мне: я, по милости Всевышнего Аллаха, начал с сегодняшнего дня и прекратил курить. И я сообщаю тебе, что это начало было сложным, но Аллах облегчил мне. И это стало началом того, чтобы окончательно бросить курить. Я хочу, чтобы ты начал именно сегодня. О тот, кто желает блага, прибудь. О тот, кто желает зла, прекрати. Глашатай взывает: тот, кто хочет зла, пусть остановится. Неужели ты думаешь, что то, что днем харам, ночью становится халялем? Кто так сказал? Курить харам и днем, и ночью.
Для постящегося и не постящегося это запрещено всегда. Так как же ты оставляешь курение в течение нескольких часов ради, допустим, уразы, а потом разговляешься сигаретой и думаешь, что Аллах разрешил тебе это? Харам. Потеря твоих денег впустую – харам. Потеря здоровья – харам. Убийство самого себя – харам. Это скверная вещь. Харам. Это слова ученых, и это то, на что указывает шариат из Корана и Сунны. После всего этого, какое у тебя оправдание, о раб Аллаха? Ты хочешь приблизиться к Аллаху? Побойся Аллаха, и Аллах заменит тебе твои проступки хорошими деяниями. Сколько лет ты куришь? 20? 30 лет? Все эти грехи заменятся хорошими поступками. Если сегодня ты увидишь курящего, скажи ему: «Сегодня мы решили не курить». И пусть Аллах воздаст тебе лучшим. Он скажет: «То есть мне курить завтра?» Скажи: «Иншаллах, сегодня и каждый день я буду говорить «сегодня», чтобы ты окончательно бросил курить соизволения Аллаха. И тот, кто может не курить в течение 24 часов, может вообще бросить курить на всю оставшуюся жизнь. Да поможет вам Аллах бросить курить. День без курения. Я вверяю вас Аллаху. Мир вам, милость Аллаха и его благословение». بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله